Шутбур с переводе с удмуртского «счастье» имеет вот такую желтую мякоть, очень вкусный. Испытания на вкусовые качества новый сорт выдержал достойно. Не подкачал шутбур и с урожайностью можно собрать 38 тонн с гектара. Вес одной картофелины может достигать 120 граммов, потому как шутбур хорошо адаптирован к нашим климатическим особенностям. Не страшны новому сорту и заболевания, которым подвержен картофель. Разрабатывался сорт долго, 9 лет. А вот кто стал для шутбура родителями, ученые не разглашают. У одного родителя может быть устойчивость к какому-то заболеванию, у второго высокая урожайность. После этого скрещивания мы получаем потомство, то есть около 1000 образцов. И потом на протяжении 8 лет в питомниках испытания мы проводим всякую оценку, отбор, браковку. Получилось, что из 1000 вот у нас один сорт шутбур. А вот название шутбур, что означает на удмуртском языке «счастье», придумали сами селекционеры исследовательского центра, потому, как говорит Эльджибора, эта картошка с розовыми глазками действительно может порадовать тех, кто занимается картофелеводством. Однако на поля новый сорт от удмуртских ученых попадет еще не скоро. Шутбур отправлен на государственные испытания, которые будут длиться 3 года. Эльджибора уверена, счастье не подведет. Это первый такой сорт, над которым я работала. Конечно, я вложила душу в это, силы свои, и для меня это очень важно. Сегодня специалисты Удмуртского федерального исследовательского центра разрабатывают и другие перспективные сорта картофеля. В планах восстановить и семеноводческие посевы. Мы очень мечтаем, что в этом году мы заложим основу по формированию биотехнологической лаборатории по селекции. В этом году мы планируем получить больше 30 миллионов на оборудование. И я думаю, что именно с появлением этого оборудования у нас наконец состоится образование биотехнологической лаборатории по селекции. А это будет прорыв, это резко ускорит и скорость образования новых сортов, и их качество. Прежде в центре занимались селекцией картофеля и озимой пшеницы. С 2022 года спектр значительно расширился. Сегодня ученые разрабатывают яровую пшеницу, рапс, овес и ячмень. Светлана Буланова, Василий Хохряков. Новости.